На северо-западе Пакистана, в районе Сваби, провинции Хайбер-Пахтунхва, в ходе тренировочного полета разбился самолет военно-воздушных сил страны. 2 пилота ранены. По словам должностных лиц ВВС, самолет загорелся во время снижения. Астана. В столице Казахстана закончился учебный год в военной академии и других учреждениях. Последний звонок окончания курса новобранцы отметили строевым маршем. Теперь военные выпускники могут продолжить свое образование в высших учебных заведениях или начать службу в вооруженных силах страны. Также в Казахстане 2 брата завершили 3000-мильное путешествие на мотоцикле из Германии в Кызылординскую область, откуда они родом. Михаил и Роман Фитереры – сыновья этнических немцев, депортированных в Казахстан в годы Второй мировой войны. Семья переехала в Германию в 90-х годах. Поездка по Европе и Центральной Азии на родину заняла 9 дней. Тбилиси. В грузинской столице ведется подготовка к празднованию Дня независимости, запланированному на 26 мая. Главный проспект города перекрыт. Организаторы создали сцену и выставку боевого оружия. 26 мая отмечается День декларации грузинской независимости от России 1918 года, провозглашенный после революции в России. Киев. В столице Украины прошел 15-й ежегодный марш, посвященный традиционной вышитой рубашке или вышиванке, собравшей тысячи людей. Марш 24 мая сопровождался бесплатным благотворительным концертом. Собранные средства будут переданы ожоговому стационару. Выступавший на мероприятии спикер сказал, что вышиванка является символом украинской идентичности. Это наша украинская сутність.